Привет, ребята. Ну что, все-таки взорвала реку. Получилось, друзья, у нас на Пасху ровно в час дня ее порвало. В общем, уже как сутки идет ледоход, ну, частями, где-то больше, где-то меньше. Все, друзья, 18 апреля, мужики уже открыли сезон, я знаю, многие поднялись уже в тайгу, но такие самые лютые. Начинается. В этом году, ребята, намного раньше, намного все непонятней, снега нету, скорее всего, воды тоже не будет, большого наводнения. Но если будут дожди, конечно, вода будет подниматься, будет выходить из берегов. Но пока, друзья, прям можно рвать когти. В общем, как и обещал, в этом сезоне, друзья, я буду на новиночке. Завтра с утра пораньше выезжаю в Кировскую область за новой лодкой. Да, друзья. Гладиатора, ребят, я продал землячку Сыктывкар. Так что лодка будет на связи, так скажем. Ну, я не говорю, что лодка плохая, я хочу немножко что-то нового. И, в общем, ребят, были всякие задумки. Думал брать еще больше ПВХ. Ну, все-таки, ребят, сердце упало после того, как с Николаевичем прошли на водомете 300 километров на ПНД. Мне очень понравилась такого плана лодка. И, в общем, я захотел себе именно ПНД под мотор 9.9. В общем, вечер, друзья, деревня, баня, а с утра пораньше с Андрюхой рвем когти в Кировскую область. Все, начинаем. Так, друзья, ну что, вечер добрый, я уже в Визинге. В баньке быстро сполоснулся и на движуху. Забрали прицеп. В общем, ребят, решили вести вот на таком прицепе. Лодка у нас 4.10. Будем открывать первый борт, нос выпускать, задний борт. Ну, в общем, как-то повезем. У нас прицеп 2.70. И вот на такой именно милашке попрем, ребята. Андрюха прикупил вообще. С гаража там у деда забрали. Машина 18-го года, но она вообще не ходила. Смотрите, не Вася какой, ребята. Вот как-то так. Уже вечер. Красота. Косачи такую на полях слышно. Все. В 5 утра будем стартовать. Дорога дальняя. Думаю, все нормально будет. Искал лодочные прицепы, но у нас в деревнях, друзья, вообще все без регистрации. Есть самоделки, но без регистрации. Вон Илюшка. Мужики работают. Бродягу так и не продали. Андрюха выставлял его. Ждет весновки. Ждет весновочки. Бродяга. Выставляли его на продажу. Я даже немножко отписывался, друзья. Кому интересно. Вот такая точила. Пишите. Андрюха продает. Зверь, конечно. Ну, наверное, прокатимся еще.
Даниловка. С утра в 6 часов выехали, сразу ходом пошли, пока солнышко не встало. Знаменитая кафешка, многие, наверное, знают. Частенько кто проезжает по этому маршруту. В общем, нам осталось 130 до Кирова и еще 50 до места. Как обычно, перекус, немножко отдохнем. Заказываем. Здравствуйте, супчик можно какой-нибудь? Солянка, борщ куриный. Давайте соляночку. Солянку что добавим? Сметана, майонез. Давайте сметану. Заказываем дальше, кто не заказал. Пюре со свининой. Вот жарко строит вас. А это Какое? Запеченное мясо? запеченное, да. Так, запеченное. Говядину устроишь? Ну, давайте говядину. На второе что-то будет у Нет, вас? нет. Хлебушка надо вам? Да, черный можно? Один? Парочку. Пюре с маслом. С маслом, с Попить, маслом. компот, сок, чай, кофе. Ничего не надо. Салатик. Заказываем дальше. Все у вас? Да. 144. По карте. Я говорю, что завтра я вряд ли смогу куда-либо поехать. Так, блинчики с мясом кому нужно? Перекусили. Соляночка на 4, ребята. Ладно, что, в путь дорогу. 180 километров. На ход ноги чебурек. Погнали, все хорошо. Машину у Андрюхи еще на обкатке, так скажем. 80 ползем потихонечку. Подъезд к Кирову. Решили заправиться, чтобы по городу потом там не искать, не мотыляться. Погода шикарная. Весна полным ходом. Прижал немножко, да? Движуха в городе. В общем, вот сам Киров, друзья. Вчера, кстати, сообщество писал сообщение, кто думал встретиться с кем-нибудь. Ну, с Кирова люди все заняты, короче. Думаю, пообщаемся. Так как знаю, много смотрят людей. Серега, будешь смотреть, привет тебе. Направляемся, друзья, в село Русское. 23 километра. В общем, с дома у нас уже получилось 3 троечки, как прошагали. Ну все, что, едем на завод. Детям возможно. Слушаю. Алло, Стас. Да. Добрый день, это с Республики Коми по поводу лодочки подъехали. Ага, понял. Екатерина номер ваш скинула, сказала вам набирать. Понял. Ну мы все на КПП. Андрей, да? Да, Андрей, на КПП стоим, получается. Все, подъехали. На КПП. Ну да, на шлагбауме. А вас тут не запускают? Ну я даже не подходил, ничего не интересовался, я думал, надо... Сейчас я подойду. Ага, все понял. Чтобы вас запустили. Ага. Хорошо, сейчас. Лёх, ты сможешь телефон подержать? Я за тебя погружу, а ты посылаешь.
вернуться. Будем третью ставить. Сейчас из города выйдем, остановимся, все равно протянемся, посмотрим. Ну все, ребята, погрузили лодочку. А вот она. Чисто по красоте, ребят, по прицепу встала. То, что нужно. 150 килограмм. Сейчас зайдем на завод, наверное, посмотрим, как ребята работают. Ну, шумно будет. Общаться не будем, чисто так взглянем. Погуляем. Так, друзья, ну что, все, выезжаем. Погуляли по заводику немножко. Есть, конечно, интересные моменты. Там вот готовят лодочку на соревнования. Молодцы ребята. Загрузили, друзья. Прям вообще в упор как раз. Ну, потихоньку покарабкаемся. Ну, распаковочка, друзья, и первые тесты будем уже на днях делать, мне кажется, потому что у нас река ушла. Ну, а пока уезжаем. Дорога домой. Сегодня так и планировалось за один день все это сделать. Приедем к вечеру. Вот как-то так. Пластик-то, да.
Привет, ребята. Ну что, начинаем водомоторный сезон. Позавчера привез лодку. Все, друзья, сегодня буду распаковывать, смотреть, собирать. Ну и также небольшое ТО по мотору, по двигателю. В этом году так я остаюсь на Гладиаторе 9.9-15. Ну, в принципе, мотор без нареканий. Отходил 2 сезона. Небольшое ТО, но это понятно, друзья. Буду менять масло в редукторе стабильно. По осени был уже небольшой лед. Порвал провод массу. Ну и небольшая протяжка. Так как вот эти болты на переключателе, друзья, смотрю, расслабились. И у меня к осени начал подтекать. Я думаю, что-то с карбюратором. Оказывается, просто открутился отстойник. Он уже так болтался. И капал с него бензин. Я думал, что-то не то. Думал, может, где-то с карбюратором шланчики какие-то. Нет, просто отстойник открутился и все. В общем, небольшая протяжка. Вот здесь есть такая резинка. Добраться вот как раз отверткой, шуруповертом. Ну и сейчас откручу, закручу отстойник. Поменяем масло. Ну и мотор на ходу. Готовил тару. Кстати, вот сливал с мотособаки. Попробуем сорвать. О, сорвалась. Так, сразу тряпочку. Открываем верхнюю. Посмотрим, кстати, какое у нас масло. Масло вроде ничего, я смотрю. Масло хорошее. Даже без эмульсии. Нормальное масло, друзья. В целом менять как будто и не стоит, так как в прошлом году я менял. Не обязательно каждый год менять. Мне кажется, походим и на этом масле. Ну не такое черненькое. Так что давайте поменяем. Поменяем все-таки. Опа. Так, баночку готовим. Приготовим баночку. И будем заливать шприцом. Опа. Такое черненькое, да. Так что лучше поменяем. Не эмульсия, конечно, но стоит поменять. На этом не надо экономить, ребята. Лучше все красиво сделать по сезону, чем потом где-то на воде или что-то подведет тебя, уже будет неприятно. Ну все, друзья, провод сделал, там закрутил, все протянул, поменяю масло. В общем, такой шланчик тоже нашел я его дома. И он как раз так четко заходит по размеру. Плотненько прям так его закручиваю. И все. Сейчас изолентой сюда вот так примотаю, чтобы не держать. Масло, кстати, друзья, заливается, кто может не знал, снизу, не сверху, а снизу. Поднимаем давление, убираем весь воздух, и только тогда. Не сверху, ни в коем случае, снизу. Ну, по правилам. Ну, в общем, вот такой лайфхак, ребят. И шприцом буду давить. Нет у меня специального бутылки. Как кто там, как, всех по-разному. Я вот таким макаром меняю, и ничего страшного. Вот так, друзья, это происходит. Опа. 20 кубов. Опа. И вот так потихоньку. Ничего не проливается, видите, все нормально. То бишь заливаем полный, пока не будет выходить сверху. Оп. Все, ничего не капает. Все шикарно. Все, ребят, видите, все. Масло пошло.
Масло сверху пошло. Отлично. Все. Закрываем сверху. Закрываем сверху. Так, друзья, ну все. ТО готово. Все протянуто. Масло поменено. Все. Местами, да, есть, ребята, что болты прям такие подоткручены. Так что всем прям советую. Ну, понятно, кто сдает на ТО, тот сдает. А кто, вот, допустим, таким образом, то протягивайте, друзья, протягивайте. Особо вот такие механизмы, которые поворотливые. Вот. Я даже вот ручку румпеля протянул, у меня откручено было. Вот это, скорость. Вот эти узлы обязательно. Ну, короче, все. Ладно, пойдем распаковывать красотку. Уже прям не терпится ее. Я на заводе, друзья, даже не посмотрел на нее. Просто засунули так ее. Ну, короче, давайте, погнали. Запаковали, конечно, пойдет. Позвал соседа, чтобы перевернуть лодку. Это уже не ПВХ, друзья. Здесь уже 150 килограмм. Ба-бам! Ладно, ребят, распаковываем. Дальше так будет видно. Здесь у нас документы. Кстати, обратно, когда ехали, сертификат, все дела. Обратно, когда ехали с Кирова, нас останавливали, просили документы. Я говорю, они там замотаны. Что я сделаю? Заводской номер, все дела, модель и так далее. Так. Ну что я могу сразу сказать, друзья, сюда на эваковрике сразу заказывать вот такие лавки интересные. Они тут по всему периметру двигаются, и это круто. Так, это не все еще у нас здесь что-то спрятали, фурнитура какая-то. Упаковано, конечно, вообще бомба. 2 пленки. Так, это походу. Ага, это вот сюда у нас, да, идет? Да, на шестигранниках. Скорее всего. Сейчас разбираться будем. Подписано. То бишь это у нас левая идет. Там правая. Молодцы. Отлично. Вот такое веселка. Такое веселка, друзья. Опа.
Готово. Ну и получается вот такая резиночка, да? Вот такая резиночка. Вот как будто как-то так, братцы. Весла, ребята, я собрал. Все, весла стоят. В принципе, на моторе они мне не нужны. Я вот своими даже никогда не пользовался толком там. Так иногда. Очень-очень редко. Все, мотором работаешь, зад-вперед. Транец, ребята, здесь уже готов. Под стандарт, под стандартную ногу. Так что ничего здесь подставлять мне, как мне сказали на заводе, ничего не надо. Все круто. Сливной болт есть. Есть обязательно. Под полами тоже идут. Под основными идет пространство, грязь, вода будет все сливаться сюда. Это будет хорошо. С такого сделано шершавого. Именно с этой стороны. С этой стороны он гладкий. Такие сидушки, друзья, прям матерые. В каком-то кане, в кант, даже забитые. Они, друзья, регулируются по всей плоскости, получается. Сейчас мы это проверим. Лишь можем переезжать куда нам надо. И вот фиксируется вот на такие. Вот и все. Смотрите, друзья, поехал. Это уже под мотор. Надо будет конкретно под руку, подальше, поближе. Есть такая площадь. Под бак. Можно бак наперед. Я обычно наперед протаскиваю, потому что шланг позволяет. И многие спрашивают, почему бак впереди, типа такое удивление. Ребят, когда ходишь пустым, немножко огрузка. Полный бак все-таки весит 20 килограмм. С двух сторон ручки держаться. Это уже круто. И также на пассажирском. Спереди выглядит, ребятки, вот так. Две ручки и под веревку, под цепь, под трос есть тоже ухо. Небольшой рундук. Ребята говорили на заводе. Это блок по участи, но они говорят, мы его сделали так, под что-нибудь. Он небольшой. Ну, какие-нибудь, ребят, вещи можно положить. Я имею в виду ключи, какую-нибудь там, не знаю, веревки. Ну, что-то там все равно к лодке нужны будут. Вот такая вещь здесь. Ну, я им особо пользоваться, наверное, не буду. Потому что он не особо большой. Давай, закручивайся. Неудобно как. Так, если что-то, какое-то НЗ. Литр масла положить. Еще что-нибудь можно. И тут вода не попадает. Полы прямые. Чисто вот здесь. Вот здесь будут конкретно вещи. Блин, ребята, ракета. Ах, ракетка. Ну и также передняя лавка также регулируется. Блин, ребята, ширина, смотрите сколько. Очуметь. Ух. Блин, вообще смотрится круто. Вообще. Ну все, друзья, к выходу готов. Повесил мотор. Все. В принципе, вот в эти прорези вот прям четко заходит бак, друзья. Вот если в одного ходить с вещами, чтобы лодку не задирало, как утяжелитель, и как раз шланга вполне достаточно. Сделал веревочку уже, установил мотор, повесил цепочку на замочек.
Не знаю, если будут греметь, то поменяю, сниму, по-другому сделаю. Так, при ударе, если мотор срывает, чтобы не утопить. Ну и хулиганы какие-нибудь, мало ли, захотят что-нибудь снять, то уже надо немножко тут повыдумывать. Ну все, в целом, как будто бы все. Что творится, ребята? Вода упала на 2 метра за 2 дня. Просто езжай на рыбалку. Нашли такой слипик, более-менее, возле дома. Здесь сейчас и плюхнем его. Начал накачивать груши, друзья, и короче, со стойника, смотрю, хлещет. Не зря он был у меня открученный. Пробовали закрутить. Сейчас с Ванькой с него, короче, херачит бензин. Короче, надо его менять. Ну, там сделали напрямую. Так что греемся. Все, контролька побежала. Побежала. Первый запуск, ребята. 20-23. Так, примерно по сидушке. Ну, примерно вот так, ребята. Сейчас сначала пробный. Потом все наладим. Потом будем смотреть. Блин, бензина столько давануло на воду. Ну вот так где-то. Блин, так вода упала, ребята. Это жесть просто. Очуметь, блин. И что, отстойник закажу. Это мелочи жизни. Так, ладно. Одеваем жилет. У нас тут, кстати, ГИМС приехал. Ну, по документам все нормально. 9,9, 4 метра лодка. Так что по документам все проходит, ребят. Без регистрации, без всяких. Ну что, братцы, давайте попробуем.
Треть газа, друзья, даже не пол. Вот дает жару. Это даже не полный газ, ребята. Половина. Вот это петарда. А-а-а. Пока боюсь просто, что-то я еще не знаю эту лодку. Давай еще. Блять, прет. Смотри, что делает. Просто вершина, ребята, я вам кричу. Вообще брызг нету. Сейчас зайдем на малую реку. Вот это прет она. Я от нее ожидал вот этого, именно этого. Все, зашли на малую реку, ребят. Тут надо глаз да глаз, баланы. Блин, супер. Это просто жесть. Просто прет. Короче, ладно. Времени мало, друзья. Тесты будем проводить завтра. Сейчас прокачусь. Вот что я хотел, друзья. Я от нее ожидал вот именно этого. Хотел ожидать. Так и получилось. Просто ракета. Вообще труба.